Заслуженный работник культуры Абхазии, актер и режиссер Абхазского государственного драматического театра Николай Чаковани родился 15 ноября 1930 года. Детство и юность прошли, как и полагалось для того времени. 8 классов образования и обязательная служба. Сразу после молодой офицер поступает в театральное, на режиссера, и для этого выбирает один из лучших институтов России. Полно народом, весь двор. Девочки хотят известными, ребята хотят, все режиссеры. Значит, 80 студентов, абитуриентов, которые хотят режиссерами. И я там. Клетчатая рубашка, черные брюки, копна волос, горбинка нос и ничего нет. Так, сдаем. Первый экзамен вроде, второй, третий. Давай, так. Почему именно, говорю, вы избрали, почему, говорю, в Тбилиси не поехали? Я говорю, в этом году набор не был. Я говорю, а что, в Москву нельзя приехать? Он говорит, как нельзя, пожалуйста. Вот там поступил у Гончарова. После окончания ГИТИСа ученик народного артиста СССР Андрея Гончарова практически сразу начал работать режиссером сочинской телестудии. Спустя 2 года Николай Чаковани вернулся на родину, стал актером и режиссером театра сатиры «Чарирама» и художественным руководителем Государственной филармонии. Свой весомый вклад Николай Чаковани внес и в развитие Абхазского театра, сыграв множество ролей и поставив несколько знаковых спектаклей. Это в том числе «Чудак» Назыма Хикмета и «Тень» по пьесе Евгения Шварца. Вместе с тем, большую популярность Николай Чаковани получил благодаря своему красноречию, артистизму и тонкому юмору, проявив себя и в качестве главного конферансье республики. Кое-кто не понял. Я говорю на языке этой земли, на которой вы сидите, отдыхаете. Мы получили свободу. Я приветствую вас, дорогих наших соотечественников, и дорогих наших сограждан, потому что мы являемся гражданами своей страны и великой России. Доброго вам вечера! Он работал у нас в ансамбле, в государственном ансамбле песни и танцы Абхазии. Работал, с нами ездил, как конферансье ездил. Он вообще-то о Коле говорить, это настолько сложно говорить о Коле. Коля, как конферансье, он настолько заряжал коллектив, настолько заряжал зрителей. Ну, надо же передышку давать танцорам, надо давать передышку певцам. Вот Коля эти места заполнял всегда. Ну, позитив этого человека, наверное, на всю Абхазию хватит. Если он выйдет на сцену, на всю Абхазию позитив этого человека хватит. Николай Чаковани открывал также выступления народных ансамблей Республики Кавказ и Шаратын. Как сегодня вспоминает заслуженный артист Абхазии Зураб Маршания. Первый концерт государственного ансамбля танца Шаратын объявил именно Николай Чаковани. Ансамбль Шаратын Эдуард Бебенечика. И он ведущий Хамад Абхазабра филармонии Ханукдор, Ерёби Азертес, Ерёби Цваюзгера. Нас сказал Чайковский Хакблон, Хара. Сесбзели Сугалович в 1983 году он открывал ансамбль. Игорь Моисеев смотрел ансамбль Моисеев Яхабес. Игорь Моисеев-то усыздык, не раунд ансамбль, пендахом шози, номер дахом шоюба. И бзезер да аглон, и дрона абхаялос. Цар значит гипсы завху. Шаратыну бысхан после Николая Чаковани убрил я нас до нахтфажу брайера. Халаны просто сейчас сцену жду клон Игорь Моисеев хлад виделеник да хопши. И бзен да хтфажу. Раз алафу и брюхи да я хипс голос. Ала хцлаги абри союз нуқаздас хцлаги я حبس يديك تحتيته. يديك ده نحتس مزيارة دي حبوب عدو بس شايف تزين إذا يقول يقول ده يقول يقشن تجيب زين يدرو وعيرش والناس يرانا سويم مزي. Свой последний день рождения, 90-летний юбилей, 15 ноября 2020 года Николай Чаковани отмечал у себя дома в Новом Афоне, в узком кругу родных и близких. Артиста не стало 4 апреля. Утром я кланяюсь горам. Я говорю, спасибо за то, что дал мне поспать. И вхожу, спасибо, море, что ты дал нам пожить. Вот так и живу. 53 года
с моей московской дамой. Кто она теперь? И врач, и стоматолог. Просто половина моей жизни. Главное, мы синхронно падаем, понимаешь? Нет отдельности. Чтобы я поднял кого-нибудь. Я упал в ворота, и нас там, наверное, не упало. Смеемся, и некого звать. Поцарапанные, встали, пришли. Мы живем. Вы приходите, живем. Мы дышим, живем. Дай Бог, чтобы вы держали этого возраста. Это хороший возраст. Виола Барганджа, Торни Камичпа, Абазатовая.